Последние штрихи, макияж и детали костюмов моделей. Осталось несколько минут до начала шоу. Железнодорожная платформа ГУМа в столице в последнее время стала местом проведения необычных и ярких культурных мероприятий. Одним из таких стал фэшн-показ коллекции модельера Русудан Кобяковой. Он был проведен совместно с проектом «Цвета нации». У Русудан возникла такая идея, что наши аксессуары с принтами фотографов и художников Абхазии подойдут вот как раз под концепцию ее показа. Мы с удовольствием согласились в этом участвовать. И само место, где проводится показ, для нее такая площадка впервые выбрана. И идея очень интересная, и подача, и само шоу будет очень интересным. И работала такая талантливая достаточно группа, которая разрабатывала сценарий, и мы все очень старались. Основная тема показа – путешествие во времени. Смешение этнических и современных элементов позволили создать необычные образы. Красивая одежда, которую можно носить в повседневной жизни. Эксклюзивные ткани и ручной труд делают коллекцию Русудан Кобяковой яркой и запоминающейся. Зрителям продемонстрировали около 25 платьев и костюмов, в том числе и детских. Изюминкой коллекции стали головные уборы. Я даже выхожу на набережные иногда и получаю большое эстетическое удовольствие, когда наблюдаю за тем, как наши девушки умеют себя тонко и изящно преподносить. А такие люди, как Русудан и как Лаура Тернава, они помогают нам в этом. Идеи Русудан всегда настолько креативные и имеют свой собственный стиль. Это очень не похоже на то, что показывают нам наши современные модельеры. И, разумеется, проект Colors of Nations мне, как представительнице молодого поколения, не может быть это не близко, поскольку это удобные свитшоты, которые еще и красивые. Автор коллекции Русудан Кобякова – выпускница лаборатории моды Вячеслава Зайцева. Со своими коллекциями она часто участвует в различных показах за рубежом. Русудан – постоянная участница российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Это коллекция прет-а-порте, то есть абсолютно носибельная, сезона осень-зима 2015-2016. Я, безусловно, очень люблю Восток и очень люблю эклектику, то есть я люблю миксовать вот эти разные стили. И вообще, живя в южном городе, это, конечно, совсем не север, и поэтому, у меня как-то это все сыграло вместе, и поэтому восточные мотивы там присутствуют. Даже в головных уборах в первую очередь. В числе спонсоров показа компания «Аквафон», которая всегда поддерживает интересные проекты, направленные на развитие творчества. Творчество Русудан отличается тем, что Русудан каждый год выдает интересный продукт. То есть это творческий процесс, который не останавливается. Русудан профессионал, и, конечно, очень важно поддерживать таких людей, чтобы они могли продвигаться вперед, могли достигать новых вершин в своей работе. Творческие люди талантливые – это именно то направление, которое нам интересно. Поэтому сегодня Аквафон рядом с Русудан. В рамках модного показа состоялся благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов были выставлены вещи известных в Абхазии людей. Так, книга писателя Фазиля Искандера с автографом куплена за 15 тысяч рублей. Статуэтка «Золотой Остап», которую он получил в 1995 году, была продана за 61 тысячу рублей. Были распроданы и другие вещи писателя. В качестве лотов на аукционе также представили спортивный костюм трехкратного чемпиона мира и Европы борца Дениса Цергуш и майку с его изображением и автографом. Проданы были также картины художника Саида Возба, эксклюзивный букет ручной работы из японской глины и многое другое. Всего на аукционе собрали 171 тысячу рублей, которые будут направлены на лечение детей с диагнозом ДЦП. Нала Мукба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.